Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня у меня очень радостный день, так как я получила посылку, долгожданную посылку, которую я заказала в качестве новогоднего подарка себе. И он пришел как подарок к моему дню рождения. Это посылка из Москвы от авторов. Давайте посмотрим, что здесь в посылке. А здесь у нас, та-дам, советские елочные украшения, каталог. Конечно же, я посылку заранее уже открыла, посмотрела. Целый год я вынашивала вот это желание заказать. И когда появилась возможность перед Новым годом что-то себе выбрать в качестве подарка, я, конечно же, выбрала эти уникальные каталоги. И, как говорится, под Новый год мое желание исполнилось. И давайте более подробно посмотрим эти каталоги. Вот такие вот красавцы. Очень весомая посылка получилась. Она весит 4 килограмма 722 грамма. Заказала я сразу оба каталога, первый и второй выпуск. Стоимость одного каталога 3500. То есть получается 3500 и 3500, это получается у меня 7000. Плюс почтовые расходы. Здесь я, конечно же, в почте выиграла, так как заказала сразу оба. И до Якутска почта вышла 800 рублей. Каталоги, как я уже видела у своих коллег, очень-очень содержательные, очень интересные, поэтому они стоят своих денег. Поэтому я, конечно же, их заказала без никаких сомнений в качестве себе подарка. Так как каталоги очень большие и увесистые и содержат в себе много информации, я, скорее всего, сделаю две части видеообзора каталогов. И давайте начнем с первого тома. Давайте откроем. Тут на первом плане видим дарственную надпись Антонине Афанасьевне с огромным уважением и самыми добрыми пожеланиями от авторов. Вот эта авторская надпись еще одна ценная часть этого каталога. Дальше смотрим. Вот этот каталог формата А4. Все в цветном варианте. Страницы все глянцевые. Смотрим, тираж здесь 2000. Авторы: Балашова Елена, Прибыткова Алла, Балашов Вячеслав и Прибытков Дмитрий. Огромное спасибо авторам за уникальный труд, который сделали для нас. Вот здесь 431 страница. И смотрим. Здесь есть разделы «Сказочные персонажи», «Деды Морозы» и «Снегурочки» отдельно. Это получается с 95 страницы. Символы эпохи со 109 страницы. Есть отдельный раздел «Дети», игрушки различной тематики, окружающий мир, шары, монтированные игрушки и статьи и материалы. Статьи и материалы начинаются с 317 страницы. Вот она. Статьи и материалы. Видите, вот сколько информации. Тут ценной информации по истории создания игрушек, по авторам игрушек новогодних. И теперь у нас очень хорошая кладезь информации. Вот если вот пролистать статьи, да, начинается с советских стеклянных елочных украшений, как это начиналось. Вот вся история здесь описана в подробностях с фотографиями таких уникальных елочных игрушек, как они создавались, как утверждались, сколько работы тут вложено. Вот видите, какие вот яркие
Изображения все очень красочные. Тут уже начинаются уже художники-изготовители. Воинова Ксения Александровна. С такой книгой уже в атрибуции любой игрушки можно найти тут уже ответы на все вопросы. За это огромная благодарность авторам за проделанную работу. Это самая-самая такая интересная часть этого каталога. Видите, сколько много авторов, и которых мы не знаем. Например, вот я, как начинающий собиратель, да, елочных игрушек, очень часто задавала вопросы: а что это за игрушка, кто автор, подскажите, пожалуйста. И теперь вот я имею возможность сама все прочитать, сама все изучить, и уже у меня, надеюсь, будут уже не безымянные елочные игрушки, уже с названиями и авторов, и года издания, и фабрики. В общем, очень-очень хорошая информация тут вся есть. И даже вот отдельный раздел набор елочных украшений для елки-малютки. Материалы, содержащие в себе исторические факты, как они утверждались, в каком количестве, какие наборы тут, вот все тут написано. Например, елка-малютка номер 3, и тут какие игрушки должны быть. Это очень-очень важные информации тут есть. Тут в конце есть таблица значений ценовых показателей. Видите, под каждой игрушкой есть ценовые показатели в буквах S2, S3, S4. И вот с помощью этой таблицы можно определить уже примерную цену какой-то игрушки. И давайте перенесемся вперед. В предисловии тут у нас есть, авторы написали нам напутственные слова. Вот. И кто работал над созданием этого каталога. И благодаря коллекции Аллы Прибытковой и с помощью других коллекционеров, а их насчитывается больше 15 человек, они создали красочный каталог для нас. Здесь вот идут и сказочные персонажи, всеми любимые нами наборы Чиполлино. Вот. Артель, культ, игрушка. Тут все авторы, все написано. Видите, как хорошо, как все подробно и как все красочно. И до мелочей можно вот взять и просто сравнить. Просто сравнить. Это тот завод у меня есть или другой, да. И здесь тут идет дополнительные описания. В 1960 году к набору Чиполлино добавили еще 8 фигурок. И там, конечно же, в конце, где описаны все материалы, как это все формировались, как утверждали, все это в описании есть. Поэтому очень-очень интересная книга. Это все сказочные персонажи. Видите, какое изобилие елочных игрушек, о которых мы даже и не знали. О некоторых игрушках. Вот этот доктор Айболит у меня, например, есть. Но я уже теперь вижу, что у меня как бы издательства разные. Здесь есть и подвесные игрушки, и игрушки на прищепках. В общем, целый клондайк для начинающих коллекционеров. Так что всем рекомендую обязательно приобрести именно вот эти каталоги. Первый и второй том. Первый том вышел в 2019 году, а второй том вышел в 2020 году в городе Москве. После сказочных персонажей идут разделы «Забавные животные». И тут внизу очень хорошие вот идут атрибутации. Обезьяна с палкой, фабрика спорт-игрушка номер 2 Бауманского ретреста города Москвы, 1938 год. Вот такая вот обезьянка, допустим, да? А здесь все уже по полочкам уже написано, и уже в точности знаем,
какая игрушка к какому году относится и кем она издавалась. Например, тут идут Деды Морозы и Снегурочки. Оказывается, есть такой Дед Мороз в 20 сантиметров. Видите, Дед Мороз и Снегурочка, артель культ игрушка на большую елку. Это в 20 сантиметров стеклянная елочная игрушка, оказывается, есть. И Снегурочка такой же высоты 20 сантиметров. Ну, мне удалось найти Деда Мороза в 12 сантиметров, по-моему, толстое стекло. Ну, когда придет, я уже с помощью этого каталога я уже узнаю более подробно. Она пока ко мне только идет. Так, дальше идут Снегурочки. И тут уже пошли символы эпохи. Символы эпохи, как вы знаете, в СССР каждому знаменательному событию выпускались те или иные игрушки. Историю СССР можно проследить по изданным игрушкам. Например, вот этой игрушки Кремля, серп и молот, звезда. Вот такие вот. Это все символы эпохи. Очень интересно, все красочно, все ярко и все понятно. Сразу видно, что данным каталогом занимались люди, которые долгие годы посвятили елочным игрушкам. Там я читала, что они собирали более 20 лет елочные игрушки, и у них очень внушительная коллекция. Настольная книга увесистая, каждая из которых весит 2 килограмма 400 грамм, формата А4, в глянце. Тираж маленький, можно сказать, 2000 экземпляров всего лишь. Поэтому поспешите приобрести себе такого вот помощника. Вот, есть серии «Дети». А, тут еще есть раздел елочные игрушки на елку великан. Размер от 12 до 18 сантиметров. Видите, вот какие. И яблоко, и помидоры, и баклажаны, и морковки, и часы. Все это в народе называется кремлевскими, выполненные из толстого стекла елочные игрушки, малютки. Видите, сколько много наборов, оказывается, было елочных игрушек-малюток. Есть раздел «Окружающий мир». Окружающий мир. Тут у нас идут животные. Белочки, ежики, и медвежата, и лягушки, и свинюшки, и собачки, и котики, и рыбки. Все здесь вы найдете в этом каталоге. И шары. Смотрите, 1938 года шары, вот вы видите. Сейчас, допустим, они издавали ручной росписью. И каждый шар является таким непохожим друг на друга. Шары. Тут все распределено по тематикам, по сериям, по наборам, по заводам-издателям. Все с расстановкой и все очень грамотно все распределено. Поэтому очень удобно будет пользоваться им. Монтированные игрушки пришли. Это стеклярусы с проволокой. Всевозможные тут шары воздушные, самолеты, вертолеты. Книга очень интересная, очень захватывающая. Большое спасибо хочу сказать авторам за проделанную столь кропотливую работу для нас. Я прямо счастлива, что у меня теперь в руках есть вот эти экземпляры, да еще и с авторской надписью. И она у меня будет настольной книгой. Первый том каталога «Советские елочные украшения», который посвящен полностью стеклянным елочным игрушкам. Второй том посвящен ватным елочным игрушкам. Огромное спасибо нашим авторам, семье Прибытковых и Балашовых, за проделанную такую трудоемкую работу, что предоставили нам такую возможность уже узнать и
атрибутировать свои безымянные игрушки. Спасибо большое вам и желаю, чтобы выпустили еще каталоги. Будем ждать. Большое спасибо Алле Корженевской, с которой я непосредственно разговаривала, общалась через группу ВКонтакте, а затем и через WhatsApp. Сразу находит время ответить. И вот на данное видео тоже я вот сначала спросила разрешение у авторов, в частности у Аллы Прибытковой-Корженевской, на что она любезно дала свое согласие. Огромное спасибо ей за эту возможность показать и поделиться своей радостью в день своего рождения, что я наконец-то приобрела такие уникальные две книги. Первый и второй том каталогов «Советские елочные украшения». На этом я завершаю свой сегодняшний сюжет. Всем спасибо за внимание и всего вам доброго. До новых встреч!